Работы здесь не прекращаются, несмотря на морозную погоду. Строительство ведут сразу на двух фронтах. Пока одна бригада занята монтированием строительной опалубки и металлоконструкций, другие заняты кирпичной кладкой подвального помещения. Сейчас нулевой этаж уже практически готов. Кирпич за кирпичом стены подвала выстраивают строго в ряд. Перед кладкой их также дополнительно утепляют гидроотталкивающими плитами. Самое сложное для строителей позади. Нулевой этаж – основание всей конструкции. Его планировали завершить до наступления холодов. Однако местный рельеф сильно усложнил задачу. Грунты оказались переувлажненными. Из-за этого, пока геологи делали повторное обследование, мы потеряли около 2 недель времени. И потом переувлажненные грунты, их уплотнять очень тяжело. Мы их выбирали уже ниже проектной отметки. Завозили сухой грунт. Так, в основном вот это у нас было сложно. Школу строят по нацпроекту образования. На территории учреждения предусмотрят парковку, спортивные площадки и стадион. Здание рассчитано на 720 ученических мест. Учебные классы, столовая, спортзал, актовый зал, лаборатории, компьютерные классы. Вот это спортивные площадки, все это зеленая зона. Вот эти площадки для отдыха детей. И здесь технические помещения, там, трансформаторные подстанции. Здесь есть очистные сооружения. Строители заканчивают монтаж железных конструкций. Из-за дополнительного этажа решено усилить каркас в несколько слоев. Металломонтаж планируют завершить в течение 2 недель. После устройства перекрытия подвального помещения мы уже будем делать колонны первого этажа, также стены первого этажа. Это идут стены у нас. Кладка из блоков, облицовочный кирпич, утеплитель. Будем делать уже стены первого этажа. Недалеко от новой школы возводится Дом культуры. Если новое учебное заведение только на начальной стадии строительства, то здесь рабочие на финишной прямой. Наружные работы полностью закончили, внутри остались последние штрихи. Газ подключить маркесы полностью себя. Анчона плитка хамаж есевый хера хамиса ястал молодя. Шона он и атовый бок полностью ерестовый актовый зал ламинат хаматил полностью сидолка вообще домол. В новом ДК разместится сельская библиотека, концертный зал, откроют кружки вокала и танцев. Одним словом, все для досуга сельчан. Отдельное внимание заслуживает огромный актовый зал. И атовый кегна болой бок бой вообще полностью антигилок это освещение шимоля здесь гиода мола целтаде очень полностью ламинат адла на 200 мест шубой вообще зритель шубой вообще. Сельчане открытия новых объектов ждут с нетерпением. Сейчас в Икажеве есть один ДК в южной части села, но он районный и мест на всех не хватает. Такая ситуация и со школами. В некоторых детям приходится заниматься в несколько смен. В данное время наша школа занимается 2 смены. Надо сказать о том, что наша школа перегружена, у нас большое количество учащихся. Строится новая школа на территории нашего сельского поселения. Считаю, что это очень хорошо для нашей школы, потому что наша школа разгрузится, будет значительно легче работать при соответствующем количестве учащихся. Ну и мы надеемся на то, что по проекту наша школа стоит под снос, и здесь, на данной территории, нам построят новую школу. Также на территории нашего сельского поселения строится новый дом культуры. Конечно, это хорошо, потому что дети смогут в свободное время заниматься различной кружковой деятельностью, посещать дом культуры. Это тоже очень хорошо для нашего подрастающего поколения. Дом культуры распахнет свои двери в конце месяца, а вот о сроках сдачи новой школы говорить пока рано. Но судя по темпам работ, оба объекта будут сданы с опережением графика. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.